Главным политическим событием прошедшей недели, несомненно, явилась прошедшая в Лондоне встреча спикера чеченского парламента и эмиссара сепаратистов от самопровозглашенной Ичкерии и достигнутые на ней договоренности о проведении Всемирного конгресса чеченского народа для выработки единой политической платформы. Однако для чеченского общества эта встреча не только главное политическое событие недели, но и определенный поворот в новейшей чеченской истории. Суть вопроса в том, что эта встреча вполне может стать предтечей окончательного решения вопроса чеченского сепаратизма, который стал набирать обороты с конца 1991 года, с момента развала бывшего СССР. Конечно, скептики могут возразить, утверждая, что по сути эти договоренности никакой политической значимости не имеют, и Закаев, как политическая фигура, в принципе ничего не решает и не имеет влияния на процессы, которые происходят в Чеченской Республике. Так, ряд наблюдателей уже успели отметить, что после заявления Закаева, сделанного им по результатам первого раунда переговоров в Осло в июле этого года о прекращении вооруженного сопротивления подконтрольных ичкерийскому правительству сил, на территории Чеченской Республики прошло ряд террористических акций, в ходе которых были и человеческие жертвы. По мнению аналитиков, эти теракты являются ярким доказательством того, что ни Закаев, ни подконтрольные ему структуры не имеют политического веса и никого, кроме как себя, не представляют. Во-первых, не стоит смешивать вопросы так называемого чеченского сепаратизма и международного терроризма, которое пустило корни не только в Чеченской Республике, но и на всем Северном Кавказе. Это два абсолютно разных направления, и Имарат Кавказ, который якобы строится на Северном Кавказе с подачи откровенного уголовника и террориста Дохи Умарова и его зарубежных наставников, не имеет ничего общего с самопровозглашенной Ичкерией. В первом случае это люди, которые на волне революционного романтизма и парада суверенитета в начале 90-х взяли курс на построение независимого и суверенного светского государства, ориентированного на возрождение национальной культуры, науки, образования и так далее. А во-вторых, горстка, слившаяся с международным религиозным экстремизмом кучка бандитов, у которых руки по локоть в крови и которым, кроме того, как бегать по горам и прятаться по крысиным норам, ничего иного не осталось. Другое дело, что эта волна воли исторических процессов и необдуманных кавалеристских решений тогдашнего руководства оказалась втянутое вооруженное противостояние. Есть время сеять камни, а есть и время их собирать. С тех пор многое изменилось. Изменилась политическая ситуация и ее оценки. Изменились также и формы, и методы противостояния сепаратистов, и потому к взрывам, имеющим место на Северном Кавказе, и террористической угрозе сторонники так называемой суверенизации Чеченской Республики отношения, естественно, не имеют. Это действительно наиболее адекватная и трезвомыслящая часть чеченского сопротивления. С позиции сегодняшнего дня эта часть вполне осознает, что по большому счету чеченское общество к самостийности все-таки не готово ни в общественном, ни в юридическом контексте этого термина. Именно поэтому на тот период власть оказалась в руках проходимцев и временщиков, которые использовали ситуацию в своих далеко идущих планах и отнюдь не в интересах чеченского общества. Это наглядно продемонстрировал и так называемый период масхадовского правления, когда вся республика была поделена на зоны влияния, в которых царили абсолютный беспредел и анархия. Во-вторых, стоит отметить, что, как бы ни заявляли некоторые аналитики о политическом весе Закаева и его сторонников, за Закаевым все-таки стоит пусть и небольшая, но определенная часть чеченского общества. Взять хотя бы тех, кто просто разделяет его точку зрения. Прислушаться к нему может и многочисленная чеченская диаспора, которая по приблизительным подсчетам составляет от 70 до 150 тысяч чеченцев. Здесь же стоит подчеркнуть, что не все из этого числа разделяют такую же точку зрения и находятся за пределами своей исторической родины по банальной причине поиска более комфортных условий. Однако есть и такие, кто всерьез считает себя политическим беженцем. Тем не менее, в последнее время в Чечню вернулись сразу несколько видных деятелей сепаратистского режима. Это генеральный представитель президента Ичкерии Умар Ханбиев, эмиссар сепаратиста Великобритании Умар Сугаипов, вице-президент Всемирного конгресса чеченского народа, представляющий интересы правительства в изгнании Рамзан Ампукаев, а также один из ближайших соратников Закаева, госминистр Яраки Абдулаев.
По некоторым данным, в январе этого года вернулся в республику и родной брат Ахмеда Закаева Бувади. Все эти возвращенцы, безусловно, очередной успех примиренческой политики чеченских властей и лично Рамзана Кадырова и своего рода показатель тенденции в среде сторонников сепаратизма. В-третьих, заявления эмиссара сепаратистов ставят точку и по существу закрывают вопрос легитимизации или преемственности Ичкерии и экстремистского направления в вопросе противопостояния чеченского и российского сообществ, который, как ни крути, из истории все-таки не вычеркнешь. Последние заявления Закаева юридически подрывают основу гражданского противопостояния Чеченской Республики и лишают экстремистов всякой юридической базы. Кроме того, если до последнего закаевских заявлений считал, что в чеченском обществе существуют две части, значительная и подавляющая часть, которая в постсоветский период чеченской истории признает республику как субъект многонационального сообщества Российской Федерации, и незначительная, которая противостоит этому сообществу, то теперь этого деления практически не существует. По существу, ничтожное количество криминальных элементов, слившихся с международными экстремистскими организациями, которые действуют под лозунгами всемирного джихада и подсовывают религиозный экстремизм и откровенный бандитизм, остается в гордом одиночестве и вне правовой зоны. Как уже известно, ожидается, что в Конгрессе примут участие делегаты из Чеченской Республики и чеченских диаспор, разбросанных по всему миру. Сроки и повестка дня будут определены оргкомитетом. Согласно договоренностям, чеченские власти, так называемое правительство Закаева, создадут специальные подготовительные комиссии, которые займутся всеми вопросами проведения предстоящего Конгресса. Главный переговорщик, посланник президента Рамзана Кадырова, спикер чеченского парламента Дуквах Абдурахманов о ходе переговоров отозвался с большим оптимизмом. Цель моих встреч и официального диалога с Ахмедом Закаевым в том, чтобы укрепить политическую стабильность с конечной целью консолидации чеченского народа. Проблемных, больных вопросов, которых мы бы не понимали друг друга, нет. По отношению к Чеченской Республике мы ставим вопрос так: чтобы не гибли люди, чтобы в республике был мир, чтобы чеченский народ был един. Мы добиваемся, мы утверждаем этот мир, мы живем ради этого мира, работаем на этот мир, и Кадыров его команда. И если они желают того же, нам легче разговаривать. Закаев, в свою очередь, также ранее уже заявлял о том, что признает легитимность новых чеченских властей и готов к сотрудничеству с ними. По сути этих заявлений и принятых в Лондоне договоренностей, Конгресс призван выработать легитимные для чеченского общества решения по урегулированию ситуации в республике. Здесь следует все-таки отметить и подчеркнуть, что по большому счету ситуация в республике уже давно не требует урегулирования. Чеченский народ осознанно и уже давно бесповоротно сделал свой выбор и уверенно смотрит в будущее как субъект Российской Федерации. Свой выбор народ сделал еще в марте 2003 года, когда в республике прошел референдум по вопросу о Конституции, в котором и зафиксирована воля народа. Сегодня в республике речь идет даже не о поствоенном возрождении или восстановлении разрушенного войной хозяйства, а об ускоренном и дальнейшем социально-экономическом развитии региона. В настоящее время в Чеченской Республике успешно решаются вопросы развития экономики, социальной сферы, давно уже не существуют проблемы, порожденные в 90-х годах. Народ принял Конституцию, республика является неотделимой и составной частью Российской Федерации. Всего этого не замечать сторонники сепаратизма просто не могут. И желание понять и принять объективную реальность не только требование времени, но и вполне здравое и логически осмысленное действие. В этой ситуации никакая агония, обреченная и затравленная горстки откровенных бандитов, которые в свете проходящих переговоров видят бесперспективность своих действий и агонизируют не только в горно-лесистой местности, но и на политической арене, не сможет переломить ситуацию. Последнее. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров на протяжении последних месяцев активно протягивает руку своим политическим оппонентам и занимает непримиримую позицию по отношению к тем, кто и по сей день проливает кровь на чеченской земле. Так, 9 февраля в СМИ он заявил о том, что Закаев мог бы вернуться на родину и заняться развитием национальной культуры. Уже 8 июля этого года президент заявил о том, что ведет переговоры о возвращении Закаева на родину. Результатом его этих
мирных инициатив явилось решение, принятое на этой неделе. Эти решения – беспрецедентный шаг на пути поиска мира и понимания двух, казалось бы, непримиримых точек зрения на вопросы будущего Чеченской Республики. И хочется верить, что эти шаги все-таки приведут к разумному компромиссу и гражданскому единению. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров уже одобрил проведение Конгресса, в котором предполагается участие как делегатов из самой республики, так и представителей чеченских диаспор со всего мира. Может, для некоторых аналитиков и так называемых экспертов по Чеченской Республике, которые, сидя в уютных кабинетах столичных городов, делают скептические и многозначительные выводы, и не столь важны последние встречи и переговоры в Туманном Альбионе. Но непосредственно для чеченского общества, которое в силу обстоятельств оказалось расколото на два непримиримых лагеря, эти поиски мира и консолидации общества очень важны и по существу исторически значимы и эпохальны. И дай Бог, чтобы новые инициативы президента опять-таки получили свое положительное решение и увенчались успехом.